Степан Васильев родился 17 декабря 1896 года в местности Гнездо Орла первого бордонского наслега Мархинского улуса Вилюйского округа в семье бедняка-скотовода Васильева Василия Васильевича. После окончания Мегжевской церковно-приходской школы в селе Малыкай и Качайского двухклассного училища Нюрбинского улуса в 1915 году поступил в Якутскую учительскую семинарию. Будучи студентом вместе с Максимом Амосовым и Сидором Бараховым, Платоном Аюнским, Михаилом Мегжевским, Степаном Аржаковым, втянулся в революционные движения, которое возглавлялось полицильными, принимал активное участие в создании нелегальной боевой дружины в Якутске. По ее поручению выезжал навстречу красногвардейскому отряду Рызинского в Табагу, который сумел без большого кровопролития освободить Якутск от вооруженных сил белогвардейцев. После установления советской власти в Якутске Степан Васильев в июле 1918 года стал секретарем Президиума Совета рабочих депутатов. Во время Колчаковщины арестован и выслан за пределы Якутии, заключен в Иркутскую губернскую тюрьму, где он пробыл до декабря 1919 года. После освобождения из тюрьмы был направлен в Иркутск партийной организации «Слюдянку» на нелегальную работу в тылу Колчака. Он является одним из организаторов Иркутского комсомола. В марте 1920 года избран членом Иркутского губернского бюро РКСМ. В родную Якутию Степан Васильев возвратился вместе с уполномоченным Сибревкома по организации советской власти в Якутии Максимом Амосовым и другими якутянами, отбывшими сроки ссылки в Иркутске. Прибыв на родину по поручению Якутского райбюро РКПБ, Степан Васильев начал упорно работать над созданием местной комсомольской организации. С июля 1920 года по февраль 1921 года работал председателем бюро Якутской губернской организации РКСМ. Одновременно он являлся членом Губбюро РКПБ и Губревкома. С февраля по август 2021 года работал заведующим отделом агитации и пропаганды обкома РКПБ. В это время по поручению губернского бюро РКПБ принял участие в проведении первых беспартийных конференций бедноты и батрачества. Во время проведения такой конференции в Чурапче по его инициативе 8 апреля 1921 года направлена телеграмма председателя Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. С августа 1921 года по 30 сентября 1925 года Степан Васильев учился в Москве в Коммунистическом университете имени Свердлова. По окончании учебы был назначен наркомом рабоче-крестьянской инспекции Якутской АССР, затем избран председателем контрольной комиссии областной партийной организации. По возвращении из Москвы в сентябре 1927 года он назначен исполняющим обязанности председателя Совнаркома Якутской АССР. На этой должности он работал до марта 1928 года. По результатам работы комиссии в составе Яна Полуяна, Осадкина и Пузицкого постановлением ЦК ВКПБ в 1928 году Степан Васильев вместе с Максимом Амосовым и Сидором Бараховым был отозван в Москву. Благодаря поддержке своего учителя и наставника Сергоржа Никитина был направлен на ответственную работу в аппарат Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ. Затем он год работал руководителем группы цветной металлургии Наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1931-1934 годах работал председателем вновь образованного ЦК Союза рабочих добычи, обработки цветных металлов и золота. В 1934-1939 годах работал сначала в группе по цветным металлам и золоту, затем руководителем группы тяжелой промышленности комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ. Последние месяцы своей короткой, бурной, но яркой и богатой трудовой деятельности Степан Васильев работал директором второго авторемонтного завода города Москвы. В ноябре 1939 года Степан Васильев был арестован по обвинению в участии в деятельности антисоветской организации. Впоследствии дело по обвинению Степана Васильева и переговор военной коллегии от 18 июля 1941 года были пересмотрены военной коллегией Верховного суда СССР 18 августа 1956 года.